Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему эфиру. Да. Сейчас минуточку настроек немножко, как всегда. Как всегда, немножечко настроек. Так. Так, присоединяемся к эфиру. Пишем, как слышно, как видно, да, чтобы я понимала, что эфир идет. Буквально 1 секунду. Да, Людмила, добрый день. Всем добрый день еще разочек. К сожалению, не получилось у меня подключиться к вам в 18:30. Вот я пыталась, и все-таки у меня тут получилось в 22:00. Поэтому, ну что ж, кто на связи, да, с теми сегодня и встретились. Да, добрый день, добрый день. Всех приветствую. Давайте посмотрим с вами сейчас старопрогноз на неделю. На предстоящую нашу недельку. Последняя неделя февраля, она уже уходит, приходит к нам март. Все-таки, да, спасибо огромное. Приходит к март, приходит рождение, наверное, чего-то нового, да. Завтра в эфире сделаем расклад непосредственно Рамал, да, Рамал, мы вас помним. Завтра в эфире сделаем непосредственно расклад на март, да. Основные, как бы, такие моменты марта, на что обратить внимание. Ну, а сегодня еще посмотрим. Всем привет, Екатерина, добрый вечер, Оксана, добрый вечер. У нас будет 3 позиции, таропрогноз на неделю. Также задавайте свои индивидуальные вопросы, переходя по донатной ссылке. Донатная ссылка закреплена в шапке чата. С вами, да, с вами в эфире я буду сегодня, ну, как смогу, до 24 планирую, но посмотрим. 2 позиции отложу в сторону сразу и начну. Наконец-то я нашла, да. И возьмем. Кстати, я обещала, что в следующий раз возьму непосредственно камешки, да, для позиций. Вот положу их в хаотичном таком порядке. Честно говоря, забыла, как их и зовут уже, как их называют камни. Но
Выбирайте непосредственно. Можете по позициям, можете по камням, и мы перейдем с вами к первой позиции. И начнем, конечно, единички с вас, да, серый камешек. Он такой даже не серый, он такой зеленоватый, вот такой, смотрите, вот такой. А первый камушек это вот такой, красивенький, прям под мои глазки. Так, ну что ж, смотрим единички. Единички, смотрим вас. Что я какая-то сегодня влетела в эфир. Вся какая-то такая в творческом беспорядке. Так, смотрим вообще энергия, да, энергия недели, башня. Ну, блин, что-то будет рушиться. Рушатся какие-то стандарты, да. Возможно, по башне будет какая-то непредсказуемая ситуация, да. Единички здесь могут чего-то не ожидать. По башне что-то произойдет такое, что, ну, на самом деле пугаться не надо, потому что это себя уже изжило. Обычно только была башня. Ну, Людмила, башня может и на этой неделе еще продолжаться. Плюс-минус может цеплять 2-3 дня туда-обратно, да. У меня всегда так. Ну, во всяком случае, в моих раскладах, если смотрите, обращайте внимание, плюс-минус 2-3 дня всегда штормит. Не обязательно целую неделю берется, а может быть до этого уже началось за пару дней, либо будет еще продолжаться сверх недели. Поэтому по башне это какая-то такая ситуация, когда на самом деле, ну, что-то произошло, что-то выстрелило, то, что вы не ожидали, да. Но здесь бояться не надо, это должно было случиться. То есть Вселенная здесь уже показывает, что что-то изжило себя, и в любом случае нужно было что-то менять. Каким образом менять, каким образом вас выбросить из какой-то зоны комфорта, это когда что-то неожиданно должно произойти, да. Поэтому в данный момент вот по башне будет что-то меняться в вашей жизни. Но в большей степени вот что будет уходить. Да? Давайте посмотрим, что будет разрушаться. Ну, я вам хочу сказать, по рыцарю кубков здесь вот какая-то ваша эмоциональность, плюс ко всему, может быть, даже доверчивость. Потому что рыцарь кубков, он более такой, он открытый человек, да, и он вообще дарит свою открытость людям, а в принципе люди могут использовать это непосредственно в своих каких-то целях. А что будет рождаться? А будет рождаться что-то новое, и еще даже непонятно что. Да? Потому что по шуту все дороги открыты. Вы где-то что-то пересмотрите, но еще на этой неделе не сфокусируете и не сможете понять, что вам нужно поменять и каким образом вам нужно действовать. То есть вы уже будете понимать, что так как вы, может быть, делали либо так, как вы вели себя с кем-то, либо так, как доверять, вы уже слепо не будете. Но как вы будете делать это и с кем, это уже другой вопрос. То есть это будет уже формироваться немножко позже. Но, во всяком случае, по шуту это будет что-то новое. Ну, давайте посмотрим единички, кто у нас находится один, у кого нет семьи, друга. Непосредственно как личная жизнь будет складываться у наших единичек на этой неделе. Ну, вот я вам хочу сказать, что остренько будете на все смотреть. Вот единички будут смотреть остренько, да. По пажу мечей, как бы, здесь будет определенное, может быть, определенное наблюдение. Здесь может быть еще такой момент, когда будете что-то выбирать, да, но будете выбирать, к сожалению, не сердцем, да, а непосредственно разумом, да. То есть здесь на этой неделе единички, когда станут на выбор, допустим, при новом знакомстве, либо при общении вообще с человеком, будут акцент делать непосредственно на свой ум, да. Добрый вечер, да, добрый вечер, Зета. Будут делать акцент на свою логику, что мне говорит вообще, будем говорить, голова, не сердце. Не сердце. Тут сердцу прислушиваться однозначно не будут. Поэтому хорошо или это плохо ли для вас вообще в данной ситуации? Ну, для вас вы считаете это правильно, да? То есть по иерофанту вы считаете, что в принципе так и должно быть. То есть, я права здесь, да, когда я вот таким образом поступаю, я права. И, ну, здесь нет никакого осуждения, да.
Поэтому столкнетесь с тем, что будете присматриваться, будете наблюдать, будете за партнером, может быть, либо за человеком, с которым только познакомились, как-то скептически к нему относиться. Да, добрый вечер всем, Наточка, добрый вечер. Давайте посмотрим для тех, кто в паре. Ну, серьезный такая серьезная неделька, потому что по справедливости по двойке пентаклей. Знаете, в паре будете как бы пытаться соблюдать вот определенную справедливость и соблюдать, знаете, плюс и минус, да, вот как-то будете пытаться сбалансировать как-то отношения. Почему это будет происходить? Ну, я вам хочу сказать, что здесь может быть, знаете, как бы перед справедливостью все-таки идет аркан колесничего, да, который все-таки нам говорит о том, что, знаете, где-то поторопились с выводами, где-то поторопились с какими-то словами, где-то поторопились с чем-то, да, по отношению к партнеру, по отношению к себе. Вот и сейчас вот придется вот эту ситуацию как-то балансировать, да. То есть, чтобы как-то либо себя успокоить, либо партнера успокоить. А, Либо принято было какое-то решение, которое привело не к очень хорошим последствиям, будем так говорить. Либо вы считаете, что это решение приведет совершенно к другим последствиям. И здесь будете пытаться на тоненького, да, на тоненького как-то вот будете пытаться играть, либо ваш партнер будет пытаться играть, чтобы эта ситуация не вышла наружу, например, либо для того, чтобы скрасить какую-то ситуацию. Здесь вот будет такая немножко психологическая игра у двоечек, ой, у единичек. Давайте посмотрим и для тех, кто в нестабильных отношениях. А вот здесь вот женщине захочется как приятного времяпровождения с мужчиной. Здесь женщине захочется встречи. Но она будет понимать, как бы, что по пятерке мечей как-то вот мало ей, да. То есть, ну, Людмила, сейчас посмотрим ваш вопрос после первой позиции. Добрый день. Что по жрице все-таки она тайная женщина, да, и здесь, как бы она не хотела быть с мужчиной вместе, есть обстоятельства, которые все-таки против нее. И здесь никто не виноват, потому что она, в принципе, сама выбрала себе такую, ну, будем говорить, такую жизнь, да. С одной стороны, вроде бы и хочется вот этого времяпровождения совместного, с другой стороны, по пятерке мечей, ну, кто здесь виноват? Ни мужчина не виноват, ни я. То есть нет побежденных, нет проигравших в этой ситуации. И поэтому, знаете, как бы, ну, немножко будет грустновато, и поэтому, знаете, как бы, знаете, совет вам сразу же, что здесь нужно уделить время себе и порадовать себя. Сделать что-то такое, чтобы не сидеть дома по королеве пентаклей, да, и не заниматься какими-то обыденными делами. Здесь нужно сделать себе что-то приятное. Может быть, что-то маленькое купить, может быть, даже съесть мороженка, может, смотря кто что, как говорится, в детстве любил, да, каким образом он радовал себя как ребенка, да. Здесь нужно вспомнить о своем внутреннем ребенке, потому что если вы вот как-то в себе больше закроетесь, сложно будет этот период пережить. Очень будет много ностальгии по поводу с мужчиной, приятных каких-то моментов и неприятных моментов, воспоминаний. То есть вы упадете как раз вот в прошлое воспоминание. Для того, чтобы не упасть, нужно с чем-то себя на этой неделе будет порадовать. Ну, давайте посмотрим непосредственно, что касается а, финансов, да, на этой неделе. Ну, смерть. Что-то будете перестраивать. Вот по смерти однозначно что-то будет, вот как и по башне, будет что-то рушиться по финансам. Либо будете думать, что пришла пора, допустим, работать на себя, а не на кого-то. Либо пришла пора вообще уходить во что-то новое, да. Пришла пора какой-то трансформации, да. То есть, потому что уже по восьмерке мечей чувствую себя как жертва, да. То есть, может быть, работаю много, получаю мало, и будете уходить в что-то свое, что-то свое.
Вот многие здесь могут, как бы единички пойти в свое, да, несмотря на то, что по шестерке кубков будет тянуть еще как бы остаться. Но здесь однозначно идет какая-то трансформация по деньгам. Будете пересматривать свой заработок. Пересматривать. Может быть, у многих здесь по первой позиции, по восьмерке мечей не получается, знаете, достичь какого-то результата в денежном плане, да, то есть, да, пятерка пентаклей идет, то есть постоянно есть какая-то нужда, либо есть какие-то кредиты, либо есть какие-то долги, либо не хватает вот на какие-то свои нужды. Здесь однозначно будете пересматривать. Давайте посмотрим, что будет в рабочих моментах. Ну, здесь мужчина, особенно у кого мужчина король мечей, да, здесь будет связана вот эта неделя с ним. Почему? Потому что он чем-то будет постоянно недоволен, да, чем-то будет недоволен, может быть недоволен вашей работой, может быть, захочется ему как-то здесь вот чего-то другого, да, чтобы вы вот, вы показали какие-то свои результаты. Может быть, будет недоволен здесь какой-то вашей медлительностью, например, да, ему захочется, чтобы вы как-то быстрее, допустим, у него будут поджимать сроки по какому-то проекту или по чем-то, а вы не сможете здесь как-то вот быстренько двигаться, а ему захочется. Поэтому он будет искать вот какие-то такие моменты, чтобы вас немножко эмоционально укусить. Да, вот здесь вот может. Это будет его своеобразная такая манипуляция, чтобы подстегнуть вас к каким-то действиям. Давайте посмотрим неожиданность этой недели. По силе, ну, неожиданностью будет, что вот все навалится, да. Много нужно будет применять усилий для того, чтобы справиться с чем-то. Много нужно будет строить каких-то планов, причем новых планов, да. Неожиданно вот как-то, и это нужно будет принимать. Знаете, вот может быть, поступят какие-то предложения, и нужно будет быстро принимать решения, да, потому что здесь можно будет упустить какие-то возможности, да, то есть по тузу кубков можно будет упустить что-то. И поэтому неожиданность может быть такая, что даже, может, кто-то позовет даже на свидание, а вы затормозите и можете упустить свой шанс влюбиться. Здесь и такой момент может быть. Здесь нужно будет проявить либо силу своего характера, либо какие-то усилия, да, да. Усилия на какие-то действия. Слушайте себя, слушайте свою интуицию. По королеве кубков все-таки нужно здесь единичкам прислушиваться больше к себе и меньше эмоционировать. Вот такой вам совет на эту неделю. Никуда не деться, даже с учетом того, что происходит в башне, эту башню нужно пережить. Эту башню нужно пережить. Людмилочка, давайте посмотрим ваш вопрос. Сейчас единичкам еще достану, что им вообще важно на этой неделе, да, важность. Уделить время близким, да. То есть вообще как бы даже здесь такая ситуация, что бы ни произошло, вам необходимо все-таки единички быть рядом с близкими. Вот вы уделите им время, уделите им внимание, и они ответят вам также. То есть они могут здесь дать вам какой-то дельный совет, да. То есть что-то вы от них сможете получить. Поэтому кто давно не был у родителей, стоит все-таки съездить, например, либо уделить время своим детям, либо уделить время своим хорошим знакомым. Да? Такой момент тоже может быть. Людмила, подскажите, пожалуйста, вы в чате, буду смотреть ваш вопрос. Да, хорошо. Так, читаю ваш вопрос, буду смотреть ваш вопрос. Коллеги. Угу.
Ну, давайте посмотрим его мысли. Тройка мечей. А, необычные мысли. Я вам хочу сказать, что здесь будут определенно какие-то, знаете, сейчас одну минуточку. Сейчас минутку слетела у меня. Чуть-чуть. Одну секунду. Так. Хочу посмотреть, что в этой тройке мечей. О женщине. Женщина, которая как-то как страдает, понимаете? Женщина, которая нуждается в помощи. А, либо, знаете, такой момент. Людмила, напомните мне, пожалуйста, вы замужем? М. Я вам хочу сказать, что здесь такая ситуация, как бы, знаете, либо он видит, либо, может быть, он слышал от кого-то, либо еще как-то по тройке мечей, что здесь либо в вашей семье было какое-то предательство, да, что что-то, ну, что о женщине, которая страдает из-за чего-то, да, но спросила, из-за чего десятка пентаклей. То есть что-то связано с семьей и что-то связано либо с детьми, либо на самом деле как бы по аркану 21 аркан, да, что вот что-то закончилось, да, есть какие-то определенные страдания. Он на самом деле как бы вот сейчас видит в вас вот, знаете, как может быть даже где-то на подсознательном уровне даже чувствует вот эти страдания. Как о женщине вас думает, что ну, знаете, ну и натерпелась эта женщина на самом деле. Вот как-то вот так. То есть сколько ей пришлось, вот как-то вот каких-то страданий, сколько ей на душу выпало этих страданий, да. То есть как-то вот как-то он этим как-то проникся прямо. И здесь идет вот король кубков. Вот почему я и говорю, что вот мужчина как-то проникся, потому что на самом деле он как-то это очень чувствует, да, какой-то слишком чувствительный либо стал к вам. Вот что-то в его душе такое происходит, что ему вот как-то вас стало жалко. Вот жалко. Из-за того опыта, который вы прошли, например, в прошлом, либо который на сегодняшний момент, а, как бы в вашей жизни происходит. Какое у него намерение здесь? И знаете, я вам хочу сказать, что здесь мужчина вот подумывает о том, что если он заведет с вами какие-то вот такие легкие разговаривали. Мгм. Я поняла. Может быть, поэтому как бы информация такая идет. Я хочу вам сказать, что когда вот он думает, что
И вот у меня намерение только легких отношений. Вот честно вам скажу, вот здесь маг, шестерка жезлов, это говорит о том, что пока у меня намерение только легких отношений, у меня других намерений нету. И не станет ли для нее это опять вот каким-то грузом, да, и не станет ли это для нее, ну, какой-то сложностью, да, то есть не добавлю ли я еще ей какого-то груза. То есть здесь мужчина на самом деле по поводу вас как-то вот переживает. Хотя на дне колоды туз жезлов, да, говорит о том, что вот страсти кипят. И хотелось бы, конечно, вот немножечко добавить этих страстей в вашу жизнь и в свою. Но вот он просто думает, как она отреагирует и как вообще как бы получится, знаете, как бы не усугублю ли я вообще ее ситуацию еще. С учетом того, что предложу вот, допустим, встречаться, да. Вот не усугублю ли я эту ситуацию, да. Да, потому что идут одни жезлы, идут одни страстные карты, да, все-таки идет энергия. Вот. А вы сказали, что не хотите легких отношений. И понимаете, здесь вот он думает, у меня есть к ней желание, у меня к ней есть страсть, у меня есть желание, знаете, как бы просто встречаться, просто встречаться. Я не готов вот пока еще к чему-то серьезному. Не будет ли это хуже для нее? Вот сейчас он думает об этом. Мгм. Для чего? Я вам хочу сказать, что здесь нету категоричного слова, что не вступайте в отношения в легкие, потому что это будет капец как плохо. Нет. Спросила вам вообще совет, выпала тройка кубков. Отнеситесь к этому на самом деле легче. Смотрите, вопросы ваши индивидуальные за донаты. Вы переходите по донатной ссылочке, пишите нам вопрос, отправляете донат, я его смотрю. Если ссылка не кликабельна, вы ставите лайк видео, выходите из эфира, заходите заново в эфир, и ссылочка становится кликабельна. Да. Смотрите, вам совет, Людмила, все-таки довериться своим чувствам и довериться этой легкости. Для чего вам это надо? Побороть определенные страхи. С чем? Зависимостью, да. То есть вам нужно побороть страх вот этой зависимости, вам нужно побороть страх, что вы однозначно попадете под, знаете, как бы под что здесь? Попадете под влияние дьявола, да, что попадете под влияние каких-то заблуждений. Вот вы справитесь с этим страхом. Да, Татьяна, ваш индивидуальный вопрос, он за донаты. Переходите по донатной ссылочке, и мы посмотрим. Понимаете, слишком вы, Людмила, слишком вы очень остро относитесь к ситуации. Нет, хочу только серьезных. Но смотрите, какая ситуация. Поймите, что серьезные отношения что же не могут родиться. Вот, знаете, вы встретили мужчину, и сразу же вы живете вместе, поженились, и все, серьезные отношения. Нет, конечно, такого не бывает. Все равно начинается все по легкости. Вам надо как-то легче к этому относиться. Да, я хочу серьезных отношений, но почему бы мне не посмотреть этого человека, а вдруг нас зацепит с ним так закружит, что он мне вообще через полгода сделает предложение. Такое может быть? Конечно, может. Конечно, может. Но мы почему-то себе как-то, знаете, начинаем не доверять, мы начинаем как-то сомневаться, а сомневаемся прежде всего даже не в мужчине, мы сомневаемся в себе, что нас не выберут. А почему вы сомневаетесь, в себе, что вас не выберут, как бы? А, я вам хочу сказать, что вы та женщина, которая достойна семьи, по десятке кубков, которая достойна внимания. Плюс ко всему, вы можете дарить эмоции, вам могут дарить эти эмоции. То есть семья у вас однозначно будет.
Но вы себе здесь вот своими страхами не можете позволить, потому что если легко, у вас, знаете, такой страх, если вообще все легко, значит, это, ну, это не по-настоящему, это по дьяволу, да, то есть это зависимость, это заблуждение. Вы боитесь этого разбитого сердца, но чем больше вы будете этого бояться, тем больше вы будете наступать на это. Вам совет вообще отнестись к этому полегче. По тройке кубков это легко. Войдите в отношения. Если вам этот мужчина нравится на самом деле, как бы, войдите в эти отношения, да, закончите вот этот свой период по десятке, не бойтесь вот этого конца, но будет конец и будет конец. Для того, чтобы узнать мужчину, вы никогда его не узнаете, пока вы с ним не побудете в разных ситуациях, пока вы вместе с ним не проснетесь, пока вы вместе с ним не позавтракаете, пока вы вместе не сходите куда-то, пока вы не решите каких-то вопросов. То есть вы не поймете, он вообще способен на это или нет. Может, знаете, как бы в кексе быть хорошо, а утром проснуться вместе и не захочется вместе даже завтракать. И не потому, что мужчина не захочет, а потому что вам не захочется. Вы почему этого не допускаете? Вы думаете, что он разобьет вам сердце, а может, вы ему разобьете? Понимаете, о чем я говорю сейчас? Вы не позволяете себе подумать иначе. Почему вы думаете, что именно он вам может разбить сердце? Вы можете в какой-то момент встать и сказать, что ты знаешь, милый, ты мне не подходишь. Мне вот это и это не нравится. И собраться и пойти. Может, это у него будет разбитое сердце. Ну, ну это шанс. Шанс, он открывает определенные двери. Я спросила, как бы, на что вы можете с ним рассчитывать? На шанс. На шанс в отношениях, да? На шанс, что он растопит ваше сердце. Это тоже может быть. На шанс на дне колоды, что это будет что-то новое. Что-то новое. Не факт, что это дойдет до брака. Но однозначно я вам хочу сказать, что здесь, ну, вы чему-то научитесь. По рыцарю Пентаклей это будет какой-то ваш новый опыт, это будет что-то такое стабильное. Я не могу сказать, что здесь будет это. Это будет страсть, это будут эмоции, это будет наполнение, это будет, как бы, знаете, такое истинное желание по отношению к друг другу. Поэтому ничего плохого вот в этих отношениях легких с ним я сейчас не вижу. Но мужчина, с учетом того, что вы ему вот рассказали какие-то вещи, сейчас уже у него появились определенные страхи, что не усугубит ли вот это легкое отношение с вами, да, не усугубит ли вот такие отношения, ну, по страсти, а, еще, знаете, как бы не усугубит ли ваше состояние, не приведет ли это к тому, что, знаете, вы вообще как бы уйдете потом в отшельника. То есть здесь мужчина стал немножко бояться уже, что этот опыт может что-то усугубить еще у вас. Он сказал правильно, он может сказать, что ему нужны серьезные отношения, но для того, чтобы были серьезные отношения, нужно что-то другое, не только слова, понимаете? Может, мужчина и говорит, но пока он эгоист, пока он хочет как бы немножко по-другому, чтобы это начиналось как бы с легкости. Здесь мужчина прошел тоже какой-то свой путь, причем сложный какой-то путь, да, и он сейчас тоже продумывает все за и против в каких-то отношениях. Быть или не быть там, и делать ли выбор сердцем, либо делать выбор умом. То есть здесь у него еще колеблются такие моменты, Людмила, знаете, как бы спорит, даже если он давно в разводе, по отшельнику может быть давно в разводе, но люди, которые давно в разводе, они уже становятся эгоистами, потому что они уже привыкли жить только для себя. А жить для кого-то — это значит брать ответственность. А вот он на сегодняшний момент, я вам хочу сказать, вот к ответственности этой не готов. Несмотря на то, что он хочет серьезных отношений,
вот к такой серьезной ответственности он не готов. Он еще по пажу кубков, он хочет чего-то легкого, он хочет просто, знаете, как бы, он хочет отношений, которые будут открыты. По пажу кубков это когда мы открыты друг перед другом. Да, нам легко и комфортно, и мы открыты друг перед другом. У нас есть любовь. Все, я хочу этой любви. Но больше идет жезлов, конечно, здесь. Я не нашла, вот, допустим, ну, десятка кубков, понимаете? С одной стороны, мы вместе, мы делимся какими-то впечатлениями, мы делимся какими-то эмоциями, между нами есть коннект, но это еще не брак. Хотя на дне колоды, да, император, то есть брак возможен. Но давай-ка начнем вот хоть хотя бы с чего-то. Сразу мы в ЗАГС побежать не можем. Поэтому я вам хочу сказать, я бы отнеслась легко к этим отношениям. Вот, как отнесетесь вы, это уже другой вопрос. Но вот карты даже и говорят, вот совет вам по тройке кубков: отнеситесь легко и проведите время хорошо. То есть пройдите вот определенную трансформацию. Закончите вы вот эти страхи свои, да. Пойдите по шестерке пентаклей. Ты мне, я тебе. Не давайте мужчин, чтобы вот знаете, как бы не попасть опять в какую-то зависимость и в разбитые сердца. Здесь не надо авансом что-то мужчине давать. Мужчина вот для вас что-то сделал, вы для него что-то сделали. Уходите уже от какой-то детскости, потому что по рыцарю кубков, знаете, вы действуете на эмоциях, вы переполняете, знаете, наполняете жизнь мужчины, допустим, и свою жизнь эмоциями, но своими эмоциями, да, и потом ждете от него взамен, но взамен не получаете. Здесь лучше по шестерке пентаклей: ты мне, я тебе, да, то есть должен быть равноценный обмен, и этого нужно придерживаться, да, то есть не переполнять, а то я тебе надарю этой любви и жду, что ты мне взамен отдашь, а он не хочет, например. То здесь нужно ждать, вот как бы, сделал ты для меня что-то, и я могу для тебя, да, то есть давай-ка мы с тобой вот равноценно в этом плане будем, да. Все действия сначала за тобой, а потом уже я. То есть женщина здесь должна быть сторона принимающая, мужчина сторона дающая. Ничего плохого вот в отношениях не вижу. Поэтому я вам хочу сказать, как бы неплохой вариант надо брать. Да, во благо, Людмила. Так, смотрим. У нас вторая позиция. Кто выбрал двоечки вторую позицию, смотрим таро-прогноз на неделю, присоединяемся, будем более активными. Не вижу ваших ни сердечек, ни лайков. Что это такое? Все позасынали. Да, из это вторая позиция. Как прошел ваш сегодняшний день, как прошла суббота, была ли у вас сегодня масленица, кто из вас пек блины, признавайтесь. Получились ли у вас блины? Так, вторая позиция. Красивый камешек вот такой, да, на вторую позицию. Смотрим. Солнце. Ой, ну все. Я вам хочу сказать, что по второй позиции здесь будут какие-то радостные моменты. На самом деле все будет получаться легко, все будет даваться легко. Двоечек, солнце светит над вами, есть приятные моменты, могут быть приятные моменты непосредственно от ваших детей, если у вас есть дети, они вас могут порадовать, да, порадовать. Вадимыч, а что это даст, если я вам расскажу свой город? Вы ко мне приедете, да? Что вы хотите? Вы в гости хотите приехать? Ага, Екатерина валялась целый день, понятно. То есть отдых, да? Кто-то устроил себе отдых. Ну, правильно, правильно. Отдыхать тоже нужно. Но у нас сегодня была масленица, поэтому мы, конечно, сходили на праздник. Но пришли с праздника, испекли блины, мяско, да, все как положено, в масленицу. Провели, конечно, этот день весело.
и будем ждать уже весны. По Солнцу приятные моменты, да, у двоечек приятные моменты, и приятные моменты могут быть связаны с детьми, да, тут дети могут тоже порадовать вас какими-то успехами, оценками, олимпиадами, может быть, какими-то своими достижениями, тут что-то будет радостное. Но также я вам хочу сказать, что здесь все моменты, этой недели, которые были негативные, может быть, в прошлом, либо будут на этой неделе, они будут все равно скрашены вот как раз вот этим солнцем, да. Ну и неделька будет такая, вот еще дотянул аркан Отшельника, да, 2 таких старших аркана у нас Солнце и Отшельник, да. То есть я вам хочу сказать, что здесь будет присутствовать еще у кого-то здоровый эгоизм, да. То есть по отшельнику вы будете. Ага, понимаю, что все интересно, как люди отдыхают, с вами хоть вот так расслабляюсь. Мгм. Понятно. Ну, я рада, Вадимыч, что вы с нами здесь отдыхаете и расслабляетесь. Это здорово. Главное, чтобы во благо, да, чтобы в плюс, а не в минус. Поэтому, двоечки, здесь у кого-то будет здоровый эгоизм, да, захочется побыть одному. Захочется побыть одному. Захочется, захочется, знаете, как бы реально, может быть, даже эгоистом или эгоисткой побыть на этой неделе. Ну, давайте более подробно посмотрим. Посмотрим двоечки для тех, кто сегодня в одиночестве, личная жизнь. Тройка пентаклей. Примут решение. Ой, вообще, как бы, что-то вы совсем тут. Вот как раз здоровый эгоизм будет в том, что примите решение как-то уже, знаете, те попытки, которые были как-то построить отношения либо познакомиться, как-то решите все-таки, что надо как-то идти либо другим путем, либо всех в бан, всех в блок, да. Даже вот если в соцсетях общение какое-то, начнете перебирать и, знаете, как, определенную чистку такую сделаете по тузу мечей смерть. То есть, что-то не так сказали в блог, что-то не так сделали в бан там, и все, и, половину тут забаните. Даже с кем общались и пытались. Хотя какой-то мужчина на дне колоды будет очень сильно пробиваться здесь в вашу сторону, но как-то вы будете от этого уходить, да? Да, как-то будете от этого уходить. Очень остро будете на все реагировать, да, захочется как-то, отфильтровать тех людей, с которыми вы общаетесь. И можете здесь, конечно, отфильтровать. Все будет вам, ну, как-то, знаете, все будет здесь вам не нравиться. Вот как-то так. Ну вот, не хочется отношений и все остальное, поэтому все в блок, все в бан. Ну, давайте посмотрим для двоечек. А двоечки будут строить планы. Ой, для тех двоечки, кто в отношениях. Вот здесь будут строить определенные планы на будущее. Будут вместе планировать, может быть, куда поехать. На этой неделе, может быть, кто-то уже будет, знаете, как бы обзванивать турагентство, да, чтобы вот, да, хотя денег, может быть, и не будет хватать еще, чтобы полностью выкупить тур, но тем не менее будут делать какие-то такие попытки, чтобы, знаете, вот что-то на будущее. Либо там на какие-то покупки, да, то есть будут какие-то глобальные намерения, то есть не маленькие, что там вот давай купим с тобой там, не знаю что, ну, допустим, там
рюмки там или там чашки или еще что-то. Нет, что-то глобальное. Может, кто-то захочет мебель поменять, может, ремонт, может, еще что-то, может, кто-то захочет в отпуск уехать. Но здесь как-то не будет хватать финансов, да, и поэтому будут только планы, да, покупок не будет совместных в личной жизни. Тут как-то строить планы, будете строить планы, глобальные причем планы. Давайте посмотрим для тех, кто в непонятных отношениях. Ну, я вам хочу сказать, что в непонятных отношениях здесь ничего не поменяется на этой неделе, как вы были, допустим, если вы были в треугольниках, так вы в треугольниках и останетесь. Иерофант, Верховная Жрица, Король Пентаклей. То есть здесь мужчина как бы, ну ничего. То есть эта зависимость как была, этот треугольник Карпмана, так он и остается на этой неделе. И ничего в вашей жизни не меняется. Ни в плюс, ни в минус. С одной стороны, может быть хорошо, нет изменений, это тоже хорошо, как бы, да. С другой стороны, какая-то определенная такая стагнация, да. Ну, давайте посмотрим деньги, да, что в деньгах. Всем привет, да. Ну, в деньгах может быть как раз и какой-то подарочек, да, то есть здесь в денежном варианте по королеве Пентаклей либо вы для себя что-то сделаете, либо вам подарят, либо придут какие-то деньги. Да, да, девятка пентаклей. Однозначно здесь будет что-то. Либо сюрприз, либо подарок. Что-то такое будет для вас. И только для вас. Ну, я вам хочу сказать, что вы будете рады, да? Вот каким-то подарком вы здесь будете рады. Давайте посмотрим работа. Да, Ромал, добрый день всем. Ну, в работе здесь вот столкнетесь с какой-то ситуацией, неясной ситуацией, да. Ситуация будет не особо ясная, но здесь может быть такой момент, что без каких-то активных действий ее невозможно будет решить. Либо без участия какого-то мужчины тоже невозможно будет решить. То есть здесь, знаете, столкнетесь с тем, что изначально либо пошли на поводу у кого-то на работе и сделали так, как кто-то говорил, либо еще что-то. Но здесь будет какая-то тройка мечей, то есть расстройство какое-то, либо предательство, либо, знаете, ситуация какая-то, которая приведет к конфликтной истории, да, потому что идет еще и рыцарь мечей. То есть что-то приведет к тому, что конфликта здесь будет не избежать в рабочих моментах. Но либо вам нужно будет действовать как король жезлов, то есть выстроить, какую-то определенную такую стратегию, да, и быть еще и оратором, да, чтобы доказать, какие-то свои моменты. Либо здесь, для того, чтобы разрешить эту ситуацию, вмешается еще и, мужчина, да, вмешается мужчина. Потому что сами вы как-то не, ну, знаете, будете долго биться над тем, чтобы решить, но безрезультатно. Да, но это произошло по справедливости. Что-то вы не учли, однозначно, да. То есть здесь, сыграла кармическая справедливость. Поэтому и, возможно, эта ситуация прилетела, как говорится. А, хочу посмотреть, еще забыла неожиданность, да. Тройка жезлов. Да, вот придется вот как-то брать ответственность за какие-то свои действия. Неожиданно, да. Неожиданно либо придется отвечать за свои действия, либо брать ответственность за свои действия. И вам совет: сейчас мне важно проявляться, да. То есть однозначно придется что-то решать с помощью кого-то, либо с помощью себя только, но однозначно решать. Давайте посмотрим третью позицию. Двойка мечей. Все, столкнетесь вообще. Неделька будет, придется думать и думать над чем-то, да. Есть такое ощущение, как будете думать, как над шахматной партией, а,
Что же делать? Как мне быть? Тут могут быть разные ситуации, но по двойке мечей однозначно будете, знаете, такое чувство, что всю неделю будете находиться в таком состоянии. И я вам хочу сказать, что очень много будете сталкиваться с чем-то иллюзорным, да. Не все то, что будет приходить в вашу голову, будет полезным. Неделька, знаете, как бы под троечкам здесь, по двойке мечей добавит каких-то таких, может быть, и идей, над чем подумать, но тем не менее, как бы здесь не попадите в семерку кубков, не попадите в иллюзорность. Давайте посмотрим троечки для тех, кто сейчас один. Туз пентаклей. Шанс встретить мужчину просто велик. Просто велик. Да? Но я вам хочу сказать, что вы здесь по четверке кубков будете всеми недовольны. Да? И этот фей, и этот не тот, и там кривой, там косой, там без денег, там вообще мало говорит, там лысый, там еще какой-нибудь. То есть все будет не нравиться, все будет не нравиться. И я вам хочу сказать, что здесь, знаете, будете уверены в том, что ваша интуиция вам подсказывает. И плюс ко всему, почему будет не нравиться, потому что вот в этот период будут попадать мужчины в основном либо женатые, либо недоразведенные, и будут предлагать какие-то тайные отношения. Скорее всего, только по этой причине они будут вам не нравиться. Хотя будут предлагать вам тут золотые горы, что любовь, морковь, люблю, не могу, сандалики куплю, все будет у нас с тобой тут классно, да. А вы как бы хотите серьезных отношений по королеве Пентаклей, вы хотите быть единственной женщиной. И поэтому здесь немножко будете их, конечно, отшивать. Но почему? Давайте посмотрим, почему на этой неделе к вам приходят именно такие мужчины, да, чем вы такое заслужили. Я вам хочу сказать, ваше сердце закрыто. Да, по четверке Пентаклей на самом деле нету у вас сейчас а, нету у вас сейчас по четверке пентаклей даже такого состояния, да, когда вы открыты всему новому, когда вы открыты миру, когда вы с легкостью что-то воспринимаете. Здесь у вас идет какая-то определенная внутренняя борьба, такое ощущение, как боретесь с какими-то ветряными мельницами. Поэтому здесь и придет вот этот мужчина, чтобы проверить вас на прочность. И по четверке пентаклей можете уже давно быть в таком состоянии, да. И здесь вот почему урок придет, что поведетесь ли вы вот на какие-то такие соблазны, либо не поведетесь, потому что уже давно, возможно, отношений не было. Те, кто в паре, ну, я вам хочу сказать, здесь все прекрасно. Рыцарь кубков, тройка кубков, здесь будет радостное времяпровождение. Вы, возможно, будете в компаниях вместе. Может быть, мужчина будет вам создавать настроение, веселить вас. Здесь могут быть разные моменты, но у вас здесь неделька полная радости как раз. Для тех, кто в непонятных отношениях, возьмет ностальгия, да. Вы вернетесь в какое-то прошлое и начнете анализировать свои действия, что я сделала, да, на что я повелась. То есть здесь будет определенный анализ. Будете думать о том, а что я имею из этих отношений, а к чему они ведут. То есть здесь будет такой анализ, да, а что мужчина мне говорил в прошлом, обещал, не обещал, что он... То есть троечки здесь будут анализировать. Анализировать, для чего я с этим мужчиной, что я имею, что я получаю, что дает мне эта легкость, да, нужна ли она мне сегодня, на сегодняшний момент, либо вообще стоит уже как бы прекратить по смерти, да, потому что ничто никуда не двигается. Ну, давайте посмотрим для тех... Нет, посмотрим сейчас финансы ваши. Ну, по рыцарю Пентаклей какие-то деньги будут, да, но не те, которые вы ждали.
Возможно, здесь по семерке пентаклей, рыцарь пентаклей, семерка пентаклей были люди, которые на самом деле как бы ждали, может быть, какого-то другого результата. Может, премию, может быть, надбавку, может быть, какой-то подарок покрупнее, да, троечки. Но здесь это вам придет, но не то, что вы ждали, да, гораздо меньше, да, результат будет гораздо меньше, что вас, в принципе, немножко и подрастроит здесь. Ну, давайте посмотрим работа. Туз жезлов, новое начинание. Новое начинание, но я вам хочу сказать, что новое начинание, у кого-то новая работа, у кого-то новое собеседование, у кого-то новые проекты, у кого-то построение каких-то новых целей. Но я вам хочу сказать, здесь не попадитесь в семерку мечей, потому что если кто-то будет заключать какие-то новые контракты, либо искать новую работу, читайте все между строк. Не торопитесь, потому что у вас идет семерка мечей колесница, которая, знаете, как бы необдуманные ваши поступки могут привести к каким-то плачевным результатам, к десятке жезлов, где, например, платить будут мало, а по десятке жезлов нагрузят работой много. Здесь тоже тем, кто берет новые проекты, нужно оговаривать все сразу и на берегу, да, для того, чтобы не попасть как раз вот в тот момент, когда придется делать все самому и за это ничего не иметь. Вот такая тонкость, да, то есть здесь нужно внимательно по пажу мечей читать все между строк и сразу же договариваться о каких-то бонусах, допустим, либо о работе в какие-то определенные дни, там, ну, у кого как, да, у кого как, у разные моменты у всех. Неожиданность этого периода. Девятка пентаклей. Ну, вот как раз вот подарок от какого-то мужчины, да. Здесь есть неожиданно можете получить как раз подарок. Ну, давайте посмотрим. Хотя 8 марта еще не скоро, но тем не менее кто-то вас одарит. Троечки, вам важно сейчас верить в себя. Да? Верьте в себя, доверяйте себе. И нужно тут понимать, что если вот в новых начинаниях, то если кто-то смог, то в принципе сможете и вы. Поэтому берите это на заметку. Так. Вот такой таро-прогноз у нас был на предстоящую недельку. Ну, поскольку сегодня такой денек был у меня насыщенный, конечно, день был, не знаю, как у вас. Поэтому с учетом того, что индивидуальных ваших вопросов нет, да, а, я с вами тогда сегодня попрощаюсь и встретимся завтра в 15:00 по Москве на эфире. Постараюсь с вами побыть подольше, да, потому что сегодня не успела, к сожалению, в 18:30, как обещала, да, с интернетом не получилось. Наталья, поиграем завтра в 15:00. Обязательно, обещаю, начну эфир с игры. Поэтому приходите, не опаздывайте. Чем больше людей будет, тем быстрее мы, конечно, начнем игру. И сможем с вами поиграть, и, может быть, кто-то выиграет бесплатный ответ на вопрос, как всегда. А сегодня я с вами тогда попрощаюсь. До завтра. Спокойной вам всем ночи, сладких снов. Приятного завтрашнего утра и жду вас на эфире в 15:00. Всего вам доброго.